труженика Кыргызстана в годы войны. Промышленность в годы войны. Захват фашистской Германии в самом начале войны экономически развитых важных регионов СССР создал чрезвычайно тяжелую обстановку. Для обеспечения нужд фронта советское правительство поставило задачу в кратчайшие сроки превратить братские республики в тылу страны в мощный военно-промышленный арсенал. С самого начала войны промышленность Кыргызстана перешла на выполнение военных заказов. Уже в июне 1941 года Фрунзенский механический завод полностью был переведен на производство специальных заказов фронта. Рабочие завода в ходе освоения военных форм производства выполняли ежесменные нормы на 200-400%. Многие перешли на 2-3-сменный режим труда. В Кадамжае была резко увеличена добыча сурьмы, имеющей стратегическое значение. 65% рабочих комбината стали стахановцами. Вся легкая текстильная промышленность Кыргызстана перешла на пошив военного обмундирования. Важнейшей задачей в переводе народного хозяйства республики на военные рельсы было размещение и налаживание производства эвакуированных из центральных регионов страны промышленных предприятий. Только с июля по декабрь 1941 года в восточные районы СССР было переброшено 2593 промышленных предприятия. Из них 308 были определены в Среднюю Азию и Казахстан. В Кыргызстан прибыло 28 крупных заводов и фабрик. В результате летнего наступления Германии в 1942 году в Кыргызстан было эвакуировано еще 38 крупных промышленных предприятий. Была развернута широкомасштабная деятельность по их размещению, обеспечению рабочими кадрами, сырьем, энергией, транспортом. 90% эвакуированных предприятий было расположено в Чуйской долине, остальные в Волжской, Джалабадской и Иссыкульской областях. Большая работа проводилась в Кыргызстане по обустройству эвакуированного из прифронтовых районов населения. Только с июля 1941 по январь 1942 года в Кыргызстан прибыло более 61 тысячи человек. К декабрю 1942 года было эвакуировано 139 тысяч человек. Кроме того, в Кыргызстан было эвакуировано 13 тысяч граждан Польши. Для приема, обустройства и снаряжения работы эвакуированных людей были созданы республиканские, областные и районные комиссии, которые оказывали практическую помощь прибывшим беженцам. Народ Кыргызстана делал все возможное для приема эвакуированных. Вместе с вновь прибывшими отдавал все силы для фронта. Уже с первых дней войны в промышленности Кыргызстана ощущалась нехватка электроэнергии. Подача электричества населению сократилась. Для решения проблемы было решено закончить на Большом Чуйском канале приостановленное строительство Лебединовской ГЭС. Работы, начатые 6 июня 1942 года, в конце года завершились. ГЭС дала ток. В связи с захватом фашистской Германии угольных бассейнов и шахт проблема добычи угля тоже была возложена на восточные районы. Для решения этой важной задачи угледобывающие предприятия Кызылкии, Сюлюкты, Кокджанга, Каташ-Кумыра были объединены в трест «Кыргызуголь». Шахтеры Кыргызстана работали под лозунгом «не менее 1,5 нормы за смену». Немалое число шахтеров выполняло по 2-3 нормы. За доблестный труд 24 шахтера в 1942 году были награждены орденами и медалями СССР. Работники тыла с первых дней войны, не щадя сил, самоотверженно трудились на благо победы. По почину молодежи, в тылу, как на фронте, создавались фронтовые бригады. Это движение приобрело в республике широкий размах. Слесарь Фрунзенского механического завода Чернышев добился выполнения нормы на 1171%. Вскоре Мамбетов поставил новый рекорд – 1197%. Таким образом, в республике началось движение тысячников. В мае 1942 года были возобновлены приостановленные с началом войны работы по прокладке Большого Чуйского канала. Строители канала в годы войны сумели проложить 80 километров русла и выбрать 450 тысяч кубометров земли. В 1943 году вступили в строй сахарные заводы в селе Беловодском, Новотроицке, Токмоке. В республике за сутки стало производиться 55 тонн сахара. Были сданы в эксплуатацию Карабалтинский спиртовой завод, Токмокский консервный завод, Новый хлебзавод, 2 маслобойных завода, Ворошиловская ГЭС во Фрунзе, цементный завод в Канте. С 1941 года по 1943 добыча ртути возросла в 10 раз, сурьмы в 2 раза. В 1943-1944 годах Хайдарканский ртутный комбинат 4 раза завоевывал республиканское переходящее Красное Знамя. В 1945 году Фрунзенский инструментальный завод был награжден орденом Трудового Красного Знамени. В годы Великой Отечественной войны в Кыргызстане вступило в строй 36 крупных промышленных предприятий. Образовались новые отрасли. За годы войны число рабочих возросло с 36 тысяч до 46. Доля промышленности в народном хозяйстве Кыргызстана с 50% в 1940 году возросла до 67,5% в 1945. В горных условиях Кыргызстана жизненно важную задачу по перевозке военно-хозяйственных грузов выполнял наземный транспорт. В октябре 1943 года было начато строительство железнодорожной ветви Кант-Рыбачи, улучшена телефонная связь. В тяжелое для страны время рабочий класс Кыргызстана успешно справился с требованиями военных условий и внес достойный вклад в дело достижения долгожданной победы.
вклад сельского хозяйства в обеспечение фронта. С начала войны не только промышленность, но и сельское хозяйство страны понесло огромные потери. В республике число занятых в сельском хозяйстве мужчин сократилось на 51%. Вся тяжесть сельскохозяйственных забот легла на плечи женщин, детей и стариков. Днем и ночью они работали на фронт. На заготовительных пунктах республики под лозунгом «Каждая тонна зерна, снаряд в лагерь фашистов» шла бесперебойная заготовка хлеба. Труженики сельского хозяйства проявляли невиданную доблесть. Перевыполнение норм стало обыденным явлением. Из-за нехватки техники многие работы осуществлялись вручную. На фоне общего трудового подъема в годы войны особо выделилось звено колхоза «Кызыл-Аскер» Сокулукского района, возглавляемое Керимбабу-Шапоковой. Это звено добилось замечательных успехов в выращивании технических культур. Вместо запланированных 210 центнеров сахарной свеклы с гектара было получено 684. Звено колхоза Кайырма Чуйского района под руководством Джолдушбаевой вырастило 565 центнеров с гектара. В Волжской области колхоз имени Нариманова получил урожай хлопка в 23,3 центнера с гектара. Звено колхоза имени Сталина Сузахского района Джалалабадской области, возглавляемое Исмаиловой, добилось высокой урожайности хлопка – 35 центнеров с гектара. Борьба за повышение урожайности сельскохозяйственных культур продолжалась и в послевоенные годы. В этом почине особенно отличились свекловоды Хайназарова, Тизикбаева, хлопкоробы Атабекова, Таширов и другие. Таким образом, если взять в целом, Великая Отечественная война нанесла сельскому хозяйству Кыргызстана большой урон. Например, если по республике в январе 1941 года было 555,5 тысяч голов крупного рогатого скота, то на 1 января 1946 его количество составило чуть более 440 тысяч голов, то есть уменьшилось на 18%. Соотношение поголовья свиней за указанный период составило 87 тысяч и 19,5 тысяч, 70%. Козы и овец – 2 миллиона 529 тысяч и, соответственно, 2 миллиона 272 тысячи, 12%. Лошадей – 408 тысяч и 210 тысяч, 29%. Валовая продукция сельского хозяйства за период 1940-1945 годов снизилась на 76%, в том числе продукция животноводства на 71%. В годы войны снизилась сдача государственного зерна на 24,5 тысячи тонн с 207 тысяч тонн, табака на 1,7 тысяч тонн, картофеля на 3,5 тысячи тонн. Несмотря на трудности, трудящиеся кыргызстановцы в отмеженном труде бесперебойно обеспечивали фронт и промышленность продовольствием и сырьем. Общенародная помощь кыргызстанцев фронту. Трудящиеся тыла, в том числе и Кыргызстана, в годы войны обеспечивали советскую армию всем необходимым, не только продукцией заводов и фабрик, сельхозпродуктами, но и помогали фронту своими личными средствами и сбережениями. Несмотря на тяжелое материальное положение, простые советские люди отдавали фронту накопленные сбережения, часть заработной платы, ценные вещи, золотые и серебряные украшения, продукты питания. Уже в первые дни войны трудящиеся Кыргызстана перечислили в Общенародный фонд обороны 1-2-дневную зарплату. Развелось движение по передаче средств, заработанных сверхурочно, в выходные и праздничные дни на защиту Отечества. Для поддержки этого народного почина во Фрунзенском государственном банке СССР был открыт специальный счет номер 14. В годы войны, помимо помощи фронту продовольствием, одеждой и так далее, народ Кыргызстана собрал средства, которых было достаточно для постройки 93 танков или 186 военных самолетов. Созданная из этих вкладов танковая колонна «Советский Кыргызстан» с ноября 1942 года била врага. В период Великой Отечественной войны жителям Кыргызстана в фонд обороны было собрано и передано 189 миллионов рублей. Приобретено облигаций государственного займа на 57 миллионов рублей. Кыргызстанцы отправили на фронт 195 вагонов продовольствия, 550 тысяч единиц теплой одежды, более 38 тысяч личных посылок. В окруженный блокадой Ленинград Кыргызстан в 1942-1943 годы отправил более 100 вагонов продуктов питания. Колхозы и совхозы республики передали в фонд обороны сверхплана 4,5 миллионов пудов зерна, 500 тысяч пудов масла. Трудящиеся Кыргызстана оказывали помощь и освобожденному от фашистов-захватчиков населению. Для этих районов колхозы и совхозы республики безвозмездно передали 130 тысяч голов крупного рогатого скота, коз и овец.